Салам алейкум, дорогие мои подписчики. Это наш пророк, это от него тоже передается хадис, это что слова, да, пророк Муссалам хадис, это, что передайте это людей, если это слышите от меня, это как это перевод одного аята или перевод одного хадиса. Если мы это узнаем одного хадиса, понимаем одного аята из Корана, мы должны это передать другому, который не понимает, не знает, или у них нет информации. Это мы как мы это сейчас это я передаю вам через это вот этот канал, YouTube, да, сайт, а вы смотрите, вам легко передать, просто нажмите на лайк и поделитесь. И если кто только зашел или зашла, это кто из вас зашли в мой канал, не забывайте, пожалуйста, подписаться, что далее это будет очень полезное видео. Я кроме полезного вам ничего не говорю. Кроме доброго слова я вам ничего не говорю. Как вчера мы с однокурсницей это встретили, они пришли ко мне в гости. Одна из них так красиво слово сказала, она это еще не замужем, она говорит, если дети будут, дети надо это воспитывать духовно. А я ей говорю, а кто-нибудь сейчас это духовно занимается? Она говорит, мало кто занимается духовно. А духовно, как мы это будем воспитывать себя, родители сначала, да, потом наши дети как это смотрят, и духовно они растут. Духовно, когда мы верим в Аллаха, верим как в Создателя, вот наша душа будет как воспитана, правильно? Даже психологи, они говорят, что это дети, они копируют это свои родители. Если родители, они как и сами не молятся, сами не читают это намаз, какой это дети это получают урок от своих родителей? Если родители сами, они врут, обманывают, дети какие уроки это получают от своих родителей? Если родители сами обещания не выполняют, слово не держат, потом как это дети, они это копируют от своих родителей? Родители, если они как истинный путь, и если они честные люди, ребенок смотрит на папу, маму и копирует это, получает от них это, что видит глазами, что слышит ушами. Вот, поэтому мы как это, что мы получаем и передаем. Да. Родители, как это, мы, наши эти дети, они наши, как говорят, наследие, по наследству мы передаем. Да, духовно, как это мы передаем, или как это мы воспитываем это свои дети, своим детям. Они тоже, как это потом будут воспитывать свои дети. Да, даже в пророка Мухаммада стоит хадис тоже, что каждый это воспитывает, каждый из вас должны воспитывать свои дети правильно, каждый из вас будет это спрашивать это свои это воспитание в судный день. В судный день перед Аллахом мы будем отвечать за свои как это воспитание это, своих детей. Свои это дети, да, как мы воспитали их, как мы это дали их, как это духовность, как мы это готовили их, это как это на будущее. Это как мы, как это мусульмане, так это воспитываем своих детей, что они поклонение Аллаха, что они это читали намаз 5 крат, да, что у них была эта связь с Аллахом, что они как это, ну, они как смотрят за папой, мамой и копируют, берут от папы, мамы. Да, как это один мальчик, он как это стал вор, потом мама пришла к это, ну, в турме, потом она начала как это, ну, наставление делать, а он говорит, мама, покажи свой язык. Он укусил это ее язык. Говорит, почему ты укусил мой язык? Говорит, мама, а раньше ты это, почему ты мне это не объяснила? Раньше почему ты мне это не сказала, что не говорила, что это нельзя было так это воровать нельзя, ну как это как раз это кража нельзя. Ребенок, когда маленький, как гибко, да? Как губка, да, и мы как это можем как это объяснить, можем как это воспитывать, можем как это что-то как научить. А когда уже переходной возраст, уже говоришь, не, мама, уже все поздно. Переходной возраст уже как это, они не маленькие и не взрослые. Самый как это тяжелый это возраст, это переходной возраст. Да. С 10 до 15 лет дети не знают, что они говорят, они не знают, что они делают. А на этот вопрос наша религия, ислам, может воспитывать это ребенка,
объяснить, что правильно, что неправильно. Верующий человек, да, что это ислам, кто верит, христианство правильно, кто верит, и еврейский это вера, кто правильно верит. А кто если там что-то там добавлено в христианство или еврейский добавлено, уже потом помешает, будет помеха для воспитания. А наша религия ислам ничего не добавлено, ничего не убавлено, поэтому наша книга Коран священный нам как это дает это совет, дает как сообщить, что как будет, как мы должны быть родителями, как воспитывать своих детей. Так что вот так. Это лайк, подписаться и поделиться не забываем. Благодарю за внимание.